Добрый вечер, здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В социальных сетях появилось видео, которое вызвало массу гневных комментариев. Молодой человек, абсолютно не стесняясь, хватает за волосы и прилюдно бьет свою беременную девушку. Люди, мягко говоря, шокированы действиями молодого человека. Для ребенка опасность порой таится и на детских площадках. В зависимости от степени травматичности прогулка может закончиться весьма печально. К примеру, первоклассник Володя Пронин из поселка Ленинский Алданского района, прокатившись на карусели, оказался в травматологии. У Вовы диагностировали перелом голени. Мальчика ожидает операция. Между тем, за состоянием игровой площадки должна следить та организация, на балансе которой находится площадка. Но действия хулиганов проконтролировать невозможно. Сломанные лавочки, разобранные карусели, расшатанные качели – это далеко не полный перечень подвигов уличных вандалов. Мы пошли на детскую площадку, там была карусель, а в ней дырка. Мы крутились, у меня нога туда попала и сломал. В экстренном порядке оказана первая медицинская помощь, то есть и это обезболивание, попытка закрытой репозиции, наложение скелетного тяжения. Сейчас в данный момент он обследуется у нас, готовится к плановому оперативному вмешательству. Сразу у двух лидеров птицеводческого рынка России обнаружен птичий грипп. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев установил карантин в регионе по высокопатогенному гриппу птиц на 21 день. Как говорится на сайте областного правительства, очаги заболевания – несколько частных подворий, а также территории одного из блоков птицеводческого комплекса Пенза Молл Инвест группы Доманте и центр родительского стада Васильевской птицефабрики группы Черкизова. Представители Доманте и Черкизова подтвердили обнаружение вируса. В Якутске сотрудники МЧС спасли косулю. Дикое животное застряло в дачном заборе по Сергелявскому шоссе. Как считают спасатели, косуля спасалась от собак и попыталась проскочить через забор, но застряла между деревянными досками. Подручными средствами вызволить животное из плена не получилось, и специалистам пришлось разобрать забор. Спасатели скрутили ее веревками и погрузили в автомобиль. Потом ее отпустили в лес. Появилось видео столкновения автобуса номер 101 на улице Чернышевского и внедорожника в столице республики. Подробности выясняются. Почему? А зачем их нам подходит? На территории местности Усть-Хатына организован комплекс надзорно-профилактических мероприятий. В состоянии готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации находятся огнеборцы Якутского пожарно-спасательного гарнизона, специалисты Государственной противопожарной службы республики, спасатели службы спасения Якутии, инспекторы Государственного пожарного надзора и ГИМС. Обеспечивать безопасность будут стационарные и мобильные посты безопасности, в которых задействованы 35 человек личного состава и 10 единиц техники, в том числе 2 плавсредства. У водных объектов в месте проведения национального праздника организовано дежурство специалистов Центра инспекции по маломерным судам. В состоянии готовности находятся спасатели и водолазы. Число заболевших сальмонеллезом после школьного банкета в селе Харо Верхневилюйского района выросло до 41 человека. Как отметили в Роспотребнадзоре, 28 из них выявлены активно, все больные госпитализированы. Состояние стабильное, удовлетворительное, лечение получают в полном объеме. Отобраны и исследуются пробы. Отметим, что ранее сообщалось о кишечной инфекции у 24 жителей, которые попали в больницу после школьного банкета. Следователи возбудили уголовное дело. С 25 июня по 9 июля в каждом из регионов России будет работать горячая телефонная линия по эпидемиологической ситуации за рубежом. Как сообщает Роспотребнадзор, в рамках работы горячей линии специалисты ответят не только на вопросы о том, в каких странах в летний период каких инфекций стоит опасаться, но и дадут консультации о правах потребителей при получении туристических услуг. Также можно будет получить информацию о том, какие правила надо соблюдать на отдыхе, чтобы не провести отпуск на больничной койке. Телефоны горячих линий в каждом регионе будут свои. Узнать конкретный номер можно на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора. 8 лет колонии строгого режима получил житель Мирнинского района, который убил своего отца.
Мужчина подал апелляции, но она была отклонена. Такое решение принял Верховный суд республики. Инцидент произошел в январе, когда отец и сын распивали спиртные напитки. Они поссорились из-за воспитания дочки убийцы, то есть внучки потерпевшего. Ссора переросла в драку, в ходе которой отпрыск нанес родителю 8 ударов ножом. От полученных ран он скончался на месте происшествия. Молодой мужчина позже пояснил, что отец пытался ударить его ножом. Он перехватил руку, забрал нож у отца, на что тот стал наносить ему удары руками и ногами. Сын отбивал удары, а что случилось потом, не помнит. Убивать отца он не хотел. Между тем, для тех, кто не хочет судиться и готов мириться, в арбитражном суде Якутии начала работу комната примирения. Специалисты по примирению, медиаторы бесплатно помогут гражданам и юридическим лицам разрешить конфликты и споры во внесудебном порядке. О том, что такое медиация, нам расскажет пресс-секретарь арбитражного суда Вероника Угловская. Здравствуйте, Вероника. Что из себя представляет процедура медиации? Медиация – это внесудебная процедура урегулирования спора либо конфликта между сторонами при содействии посредника, медиатора. Медиация реализуется по добровольному согласию сторон. Во время процедуры медиации стороны, участвующие в конфликте, самостоятельно приходят к взаимовыгодному решению, сами вырабатывают это решение, которое затем исполнять будут. И, кстати, исполняемость таких решений намного выше, чем обычное решение суда. Считается, что развитие внесудебных альтернативных способов урегулирования споров позволит снизить нагрузку на судебную систему. Да, это так, но это не главное. Суд справится с любой нагрузкой, которая на него будет возложена. Гораздо важнее для нас снизить конфликтность в обществе. У медиации есть очень важное преимущество перед судебным разбирательством. С ее помощью конфликт разрешается таким образом, что после него не остается негативных эмоций. Ведь даже если человек выигрывает в суде, остается некий осадок. Нет дальнейшего разговора, нет продолжения, нет доверия, нет сотрудничества. И это мешает развитию бизнеса, уж коль скоро мы говорим об экономических спорах, которые рассматриваются у нас в суде. И в целом оказывает неблагоприятное воздействие на социально-экономическое развитие региона. Вероника, а какие споры чаще всего приходится решать медиаторам? Медиаторы работают самыми разными спорами. Исключение, пожалуй, составляют уголовные дела, дела о банкротстве, споры с участием государственных органов, коллективные трудовые споры. А в остальных случаях сфера применения медиации очень широка. Это и гражданско-правовые отношения, допустим, при заключении либо исполнении договора. Это земельные споры, жилищные споры. Споры брачно-семейные, корпоративные, споры, возникающие при исполнении решений либо определений суда, а также споры в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, то есть широкий спектр различных споров в нашей жизни. А что, если одна сторона готова мириться, а вторая нет? Всегда есть смысл попробовать. Когда люди поймут, что, получив решение суда, они так и не решили свою проблему, тогда придет осознание, что лучше было не идти в суд, а договориться. Ведь здесь речь идет еще и об издержках, которые связаны с судебным процессом. Это и пошлины, и расходы на представителя, и время, затраченное по судам. И психологические и эмоциональные потери, которые не оцениваются в материальном эквиваленте. Спасибо, Вероника. А на этом пока все. Берегите себя и давайте жить дружно.